В эфире информационный выпуск Амши-Якушара. Здравствуйте. Президент Рауль Хаджимба провел совещание Совета безопасности по вопросам территориальной обороны, сообщает пресс-секретарь главы государства Нала Айвицба. В ходе заседания министерством и ведомством были поставлены задачи по вопросам территориальной обороны, определены силы и средства для решения поставленных задач, в том числе по готовности важных государственных и военных объектов к ведению территориальной обороны и командно-штабных пунктов. Ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Республики Абхазия на территорию Грузии. В связи с тем, что в Грузии, в частности и в Зугдидском районе, приграничной территории с Абхазией, проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность Республики Абхазия. Службой государственной безопасности Республики Абхазия разработан и реализуется необходимый комплекс мер реагирования. Одной из таких мер является введение временного ограничения на пересечение государственной границы Республики Абхазия с Грузией. Об этом сообщает пресс-служба СГБ Республики Абхазия. Национальному банку Абхазии будет предоставлен бюджетный кредит в размере 500 тысяч рублей. Такое решение приняли члены правительства на заседании Кабинета министров, которое состоялось 28 июня. Всего было рассмотрено более 10 вопросов повестки дня. Среди них проекты постановлений о порядке использования средств резервного фонда местных органов госуправления, о создании рабочей группы по подготовке проекта закона в сфере нормативно-правового регулирования возведения на территории Республики Абхазия памятных знаков, а также положения по подготовке проекта государственной целевой программы по развитию государственного языка. Первым вопросом повестки дня члены правительства утвердили положение о призыве на военную службу по мобилизации граждан, приписанных к воинским частям, для прохождения военной службы или направления их для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных сил Абхазии. Проект постановления о внесении изменений в закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу в органах внутренних дел и их семей, был снят с повестки дня. У Кабинета министров появится своя почетная грамота, которая станет формой поощрения за вклад в развитие законодательства, заслуги в области государственного, экономического, социального, культурного, духовного и национального развития. Такого рода поощрений со стороны Кабмина раньше не было. Удостаиваться грамоты могут граждане нашей страны, также иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе должностные лица государственных органов иностранных государств. Следующим вопросом члены правительства определили порядок использования средств резервного фонда местных органов госуправления Абхазии, который создан для финансирования непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Настоящий порядок использования средств фонда местных органов государственного управления разработан в соответствии с законом Республики Абхазия о основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия. Так они могут быть направлены на проведение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, проведение непредвиденных ремонтных и восстановительных работ, предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидацию их последствий, финансирование расходов на проведение общественно значимых мероприятий, проведение неотложных мероприятий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также хотелось бы подчеркнуть, что средства направляются на проведение мероприятий по обеспечению охраны растений и продукции растительного происхождения от карантинных объектов, на финансирование мероприятий по обеспечению надлежащего функционирования местных органов госуправления, им подведомственных организаций и учреждений, а также, пункт 8, на оказание единовременной материальной помощи гражданам Республики Абхазия, прописанным на соответствующей административно-территориальной единице, а также иностранным гражданам, пребывающим на территории Республики Абхазия с видом на жительство.
На заседании Кабмина также была утверждена рабочая группа по подготовке проекта закона в сфере нормативно-правового регулирования возведения на территории Республики Абхазия памятных знаков. Единогласно был утвержден и состав Совета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Кроме того, члены правительства одобрили положение о государственном заказе на издание художественной и иной литературы в Абхазском государственном издательстве. Решением правительства участок недр для добычи подземной питьевой воды в городе Сухум передан обществу с ограниченной ответственностью «Идеал». Склад готовой продукции передан Институту сельского хозяйства, а общежитие бывшего Сухумского рыбокомбината включено в перечень объектов, подлежащих приватизации. Также Кабмин утвердил положение по подготовке проекта государственной целевой программы по развитию государственного языка и изменения в состав комиссии по данной программе. Правительство Абхазии внесло изменения в перечень объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2019 году за счет средств республиканского бюджета. Данное распоряжение утверждает перечень конкретных объектов и суммы, которые предусматривается потратить на них. В парламенте был на сессии утвержден законопроект о внесении изменений в закон о республиканском бюджете на 2019 год, в рамках которого предусматривалось увеличение средств, предусмотренных на ремонтно-восстановительные работы в объеме 59 миллионов рублей. В целом мы получаем запланированных средств в 2019 году на ремонтно-восстановительные работы в сумме 259 миллионов рублей. Данным постановлением утверждается перечень конкретных объектов и суммы, которые предусматривается на них потратить. Хотелось бы отметить, что в данном перечне в основном мы с вами наблюдаем важные, социально значимые для нашего государства объекты. Это ремонтные работы по восстановлению, строительству и ремонту ряда, так скажем, важных объектов. Распоряжением Кабмина Национальному банку Абхазии будет предоставлен бюджетный кредит в размере 500 тысяч рублей. Кредит Нацбанку предоставляется в целях восстановления ликвидности и остатков средств финансовой помощи на счетах Банка Абхазии. Решением правительства Дмитрий Хагуш назначен заместителем министра сельского хозяйства. Все банки-участники национальной платежной системы АПРА подключены к межсистемному взаимодействию и обслуживают карты МИР в своей терминальной сети, сообщается на официальном сайте Банка Абхазии. Держателям карт МИР доступны операции по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и кассах банков, а также операции по оплате товаров и услуг в посттерминалах, установленных в торговых точках республики. Следующим этапом будет реализовано обслуживание карт АПРА на территории присутствия Российской национальной платежной системы МИР. В Центральной избирательной комиссии состоялся брифинг, на котором председатель Томас Гоги рассказал о работе ЦИК. Журналистам также были показаны новые избирательные урны, которые представляют собой сборно-разборные конструкции, выполненные из пластика и металла. Новые урны отличаются более высоким качеством. Всего таких урн приобретено 160 комплектов. 28 июня Центральной избирательной комиссией зарегистрированы еще 2 инициативные группы по выдвижению Астамура Тарба и Астамура Отерба кандидатами в президенты на выборах главы государства. Таким образом, на сегодняшний день зарегистрированы 4 инициативные группы и 1 политическая партия по выдвижению кандидатов в президенты. Согласно закону Республики Абхазия о выборах президента, теперь инициативные группы должны предоставить в ЦИК необходимые документы, после изучения которых членами избирательной комиссии будет приниматься решение о регистрации самих кандидатов в президенты. 26 июня в ЦИК Абхазии началась регистрация инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в президенты Республики Абхазия. Регистрация продлится до 15 июля. На сегодняшний день зарегистрировано, я могу озвучить вам, это по выдвижению, кандидата в президенты Джопу Алмаса Сирьяновича, а также в тот же день, 26-го, это политическая партия Акзара зарегистрировалась. 27 июня 19 Центральной избирательной комиссии зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидата в президенты Какалия Астамура Валерьевича.
28-го, то есть сегодня, Центральной избирательной комиссии зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидата в президенты Тарба Астамура Борисовича. И вот прямо сейчас идет процесс регистрации очередной инициативной группы. Работаем, значит, вы знаете, период регистрации продолжается с 26 по 15 июля, вот период регистрации инициативных групп. Вот с этого момента каждая из инициативных групп, значит, регистрацию уже непосредственно кандидатов мы завершаем. Регистрацию это за 30 дней до дня голосования. За 30 дней, то есть 25 июля мы должны завершить регистрацию непосредственно уже выдвинутых кандидатов. Хотят ли русские войны? В Доме Москвы в Сухуми к 25-летию начала миротворческой операции в зоне грузино-абхазского конфликта прошел круглый стол под таким названием. В работе круглого стола приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, первый заместитель председателя Госдумы Российской Федерации по делам СНГ Константин Затулин, спикер парламента Валерий Кварчи, министр иностранных дел Дауркови, представители Министерства обороны, духовенства, общественные деятели. До начала мероприятия участники встречи возложили цветы к памятнику воину-миротворцу. Обо всем подробнее в репортаже на Алыкове. 25 лет назад на основании соглашения об основных принципах урегулирования грузино-абхазского конфликта, которое было подписано главами России, Абхазии и Грузии 21 июня 1994 года, в нашу страну вошли коллективные миротворческие силы. Но все бремя миротворческой операции на протяжении 14 лет несла Российская Федерация. Открывая круглый стол, Константин Затулин отметил, что более 40 тысяч российских солдат и офицеров участвовали в миротворческой миссии в Абхазии, и что в республике глубоко чтят память 117 российских солдат и офицеров, погибших в ходе миротворческой операции. Двое из них были удостоены звания Героя Российской Федерации посмертно. Мы собрались сегодня через неделю после того, как 21 июня в республике уже отметили четверть века с момента начала миротворческой операции СНГ в зоне бывшего грузино-абхазского конфликта. Операция носила гриф «Операция СНГ», но участвовал в обеспечении миротворческих усилий российский контингент, только военнослужащие Российской Федерации. С 1994 года российские миротворцы успешно справлялись со всеми поставленными задачами. Это предотвращение возобновления военных действий, оказание гуманитарной помощи, пресечение действий террористических и диверсионных бандформирований. Миротворцы принесли в Абхазию мир на долгие годы, отметил президент Рауль Хаджимба. Для Абхазии 25-летие миротворческой миссии – это очень важная дата, так как невозможно переоценить вклад российских миротворцев в поддержание мира в республике. Мы хорошо помним те усилия, которые прилагались для того, чтобы миротворчество состоялось. Как к этому процессу относились в самой Грузии, как относились западные государства к этому процессу. Мы хорошо помним, какие были попытки включить в этот процесс представителей множества других государств, для того, чтобы здесь решать совершенно другие задачи. Представители России, в первую очередь глава нашего государства тогда Владислав Ардзенба, сумели отстоять эти позиции. И хотя и назывался он контингентом миротворческих сил стран СНГ в большинстве своем, но на самом деле контингент этот состоял из представителей вооруженных сил Российской Федерации. В 2008 году Россия признала нас, но перед этим были выведены миротворческие силы. Тот сложнейший период, когда Абхазия могла остаться опять одна со своим противником, а таковое имело место в нашей истории. Я думаю, Константин Федорович и все остальные, вы помните, когда было принято решение со стороны российского руководства о выводе Гудаутской базы, о выводе пограничных сил Российской Федерации с территории Абхазии. Тогда как раз-таки Владислав Григорьевич говорил: не делайте этого, вам придется вновь вернуться. И это подтвердилось самой жизнью.
Выступавшие в ходе круглого стола отмечали, что присутствие миротворцев в немалой степени способствовало развитию событий, которые привели к признанию России государственной независимости Абхазии. Помимо поддержания мира, российские миротворческие подразделения содействовали решению политических, гуманитарных и иных аспектов грузино-абхазской войны. Все эти операции, в том числе операцию в Абхазии, называли операцией по поддержанию мира. Категорически с нами не согласилось ни западное сообщество, ни ООН, никто. Это, говорит, не может быть, вы все делали неправильно. Да, это была такая определенная установка. Но наступило время, когда мне приходилось выступать на Западе, там, в Гарварде, я уже мог спокойно говорить: да, господа, это была не операция по поддержанию мира, это немножко другие были операции. Когда на одном из этапов российское руководство и грузинское обратилось в ООН с просьбой ввести миротворцев в Абхазию, то есть прекратить кровопролитие, остановить, он ответил, что у них на это нет денег. И поэтому именно военнослужащие здесь занимались этим вопросом. Министр иностранных дел Абхазии Дауркови отметил, что невозможно переоценить роль российских миротворцев в истории абхазского государства. Российские военнослужащие поставили под угрозу свои жизни ради обеспечения безопасности граждан Абхазии. Абсолютно невозможно переоценить роль и значение российских миротворцев в истории нашего современного абхазского государства. Мы все прекрасно понимаем и помним, что, ставя под угрозу в первую очередь свою жизнь, эти люди обеспечивали безопасность и сохраняли жизни наших граждан, нас с вами. Конечно же, мы все понимаем, что миссия миротворцев – это очень ответственная и благородная миссия. И в современном мире миротворческие миссии, они являются достаточно важным инструментом для поддержания мира и обеспечения безопасности в ходе региональных конфликтов. Круглый стол «Хотят ли русские войны» был организован по инициативе ветеранов-миротворцев руководства Абхазии и Института стран СНГ. На Алакове, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В Абхазии находятся семьи добровольцев Гены Карданова и Валерия Берханова, погибших во время Отечественной войны 1992-1993 годов. С вдовой Геннадия Карданова и отцом Валерия Берханова встретился глава администрации города Сухумат-Гурхаразия. Репортаж Сария Кварацхелия. С самого начала Отечественной войны 1992-1993 годов с абхазами плечом к плечу воевали добровольцы из республик Северного Кавказа. Гена Карданов и совсем юный Валерий Берханов прибыли в Абхазию в первые дни войны, но дожить до победы им было не суждено. Они, как и многие другие, сложили головы за свободу и независимость Апсны. И, конечно же, их семьи – желанные гости в нашей стране. Родители и дети героев часто приезжают в Абхазию на отдых. Среди тех, кто уделяет им особое внимание, представительницы движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». В год несколько раз к нам приезжают семьи добровольцев, которые погибли за нашу независимость, за нашу свободу. Вот сегодня мы как раз встретились с семьей Гены Карданова, легендарного Гены Карданова, и такого же легендарного молодого кабардинца Валерия Берхамова. Валерий Берхамов, его не брали, я знаю по истории добровольцев, они рассказывали, что они его не брали, потому что ему совсем было мало лет, но он все равно тайком сел в этот автобус, в котором Султан Сасналиев ехал к нам на помощь, и также здесь и погиб он. Когда его туда сопровождали наши воины с почестями, его здесь, естественно, оплакали, с почестями оплакивали мы всех северокавказских добровольцев. Своих детей так не оплакивали, как оплакивали этих мальчиков. Вдова героя Абхазии Гены Карданова Асьят не раз уже была в Абхазии, а сын Гены Азамат окончил Абхазский государственный университет. Боль утраты не имеет срока давности, сказала она, неумело сдерживая слезы. Очень бы хотелось, чтобы Абхазия процветала. Мы очень любим Абхазию. Очень часто я со своей семьей, с сыном, с дочкой очень часто бываем тут.
Абхазия нам очень нравится. Она уже стала нашей родиной. Дорогих гостей принял глава Сухумской администрации Адгур Харази. Муссабин Берханов рассказал о том, как его сын собирался на войну в возрасте 16 лет. Отцу было не просто приехать в Абхазию, побывать там, где оборвалась жизнь юного Валерия Берханова. Своим друзьям по школе сказал, что отцу скажите, что если не поеду обратно, подумают, что я трус. Человек жив, пока жива память о нем. Имена героев, погибших за Абхазию, навеки вписаны в историю нашей страны. В завершение встречи Адгур Харази вручил Муссадину Берханову и Асиат Кардановой памятные монеты в честь 2500-летия со дня основания города Сухум. Сария Гварацхеля, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. В этом году в Абхазии медалистами стали 7 человек. В Абхазской государственной филармонии прошла торжественная церемония вручения медалей и аттестатов лучшим выпускникам, окончивших школу на медали и с отличным результатом. Позади веселые, незабываемые школьные годы, пора детства. Впереди дорога во взрослую жизнь. Перед началом праздничного мероприятия в Госфилармонии выпускники столичных школ возложили цветы в парке боевой славы. В этом году выпускниками 156 школ республики стали 1886 человек. Из них 6 окончили школу с золотой медалью, 1 человек – серебряной. На отлично окончили школу 48 выпускников, из них 7 в Сухуме, 15 отличников в Гудаутском районе, в Гагарском и в Галском районах по 8 человек, в Очимчирском – 3 отличников. Торжественное вручение аттестатов и медалей лучшим выпускникам республики прошло в Абхазской государственной филармонии имени Гумба. Завершился учебный год, закончились выпускные экзамены. И сегодня мы чествуем в Государственной филармонии Абхазии лучших выпускников Республики Абхазия. Мы желаем нашим выпускникам удачи, радости, в добрый им путь. В том году у нас было 58 отличников, в этом году 48 отличников. В прошлом учебном году у нас было 2 медалиста, а в этом году 7 медалистов. Поздравительное напутствие от имени главы государства Рауля Хаджимба зачитал заместитель руководителя администрации президента Гиви Габния. Поздравляю вас с успешным преодолением важного жизненного рубежа – окончанием школы. Вам предстоит окунуться в совершенно новую жизнь. Вас ждут ваши первые самостоятельные решения и ответственные поступки. Сегодня вы полны сил и больших планов на будущее. На вас возложены большие надежды, ведь именно вам вершить будущее нашей страны. Несомненно одно – гарантом успешного развития нашего государства станет полученное вами достойное образование. Главное – не останавливаться на достигнутом. Пусть выбранная вами профессия будет любимым делом и приносит вам настоящее удовольствие и большую пользу всему нашему обществу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых побед и отличных успехов во всех ваших начинаниях. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. По словам замминистра образования и науки, более 100 выпускников школ Абхазии уже поступили в различные вузы Российской Федерации. А для тех, кто собирается поступить в АГУ и в средние специальные учебные заведения, экзамены начнутся 8 июля. На Алакове. Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Студенты-химики биолого-географического факультета АГУ провели отчетную конференцию, на которой подвели итоги практических работ. В течение месяца для первокурсников была организована практика на некоторых предприятиях страны. Репортаж Гугу Цивардания. Химия – сложный, но в то же время интересный, а порой завораживающий предмет. Химические элементы, соединения, превращения, происходящие в результате реакций – все это изучают студенты-химики. Здесь важно не просто теоретически знать основы предмета, а иметь возможность ознакомиться с процессом производства на заводах, побывать в современных химических лабораториях. 10 студентов Абхазского государственного университета биолого-географического факультета по направлению химии прошли практику на 5 крупнейших предприятиях страны. В первый день практики мы посетили Сухумский пивоваренный завод. Мы увидели процесс производства пива и лабораторию, в которой ведется процесс анализа качества пива. Нам показали, как правильно работать с аналитическими весами,
водяной баней и заторным аппаратом. Второй день практики проходил в агрохимической лаборатории города Сухум. В данной лаборатории с помощью современного немецкого аппарата Ланги мы определили жесткость воды. На pH-метре определяли pH воды и почвы. Практика студентов биолого-географического факультета проходила 2 недели. За это время первокурсники узнали много нового, а самое главное, имели возможность поработать на новейшем оборудовании в химических лабораториях различных предприятий республики. Во всех лабораториях были очень современное оборудование, особенно это виноводочная компания ООО «Вина и воды Абхазии». Если раньше были такие же модели, но определяли, допустим, металлы, входящие в напитках в малом количестве, то современные атомные спектрометры могут определять около 70 металлов, входящих в напитки. Это считается очень современным оборудованием. Оно дорогостоящее, и не в каждой лаборатории у нас в Абхазии можно их встретить. Помимо бесценного опыта и приобретенных знаний, во время практики у студентов открываются возможности по дальнейшему их трудоустройству. Целью практики явилось ознакомиться с тем оборудованием, которое используется на производственных предприятиях, с тем, чтобы в дальнейшем при обучении по программе они бы уже представляли, что и как с использованием какого оборудования можно проводить. Теперь целью практики явилось еще и то, что подготовка по направлению химия позволяет нашим выпускникам в дальнейшем, помимо работы в школе, возможность работы на предприятиях, промышленных предприятиях, которые планируются у нас со временем построить и запустить, на предприятиях пищевой промышленности. Каждый из студентов все это время вел дневник отчета по практике, в котором фиксировал выполненную им за день программу. Дневник также позволяет оценить и практическую деятельность студента. Теория без практики никак. Благодаря нашей практике мы ближе ознакомились с нашей будущей профессией. То есть, идя сюда, наверное, на учебу, каждый из нас представлял себя в будущем, может, учителем, может, еще какой-то, то есть, узкой специальности. Но теперь наше мышление больше прибавилось, то есть, будущая профессия насколько разнообразна. Сегодня в Абхазии существует острая нехватка специалистов в области химии. На первом курсе биолого-географического факультета по направлению химии учится всего 10 человек. Из-за сложности программы многие не поступают на данный факультет. Но, как отмечают преподаватели, бояться не стоит, так как они всячески поддерживают и помогают всем, у кого есть желание к освоению этой интересной науки. Обучение проходит по программе бакалавриата, но в дальнейшем у студентов будет возможность продолжить образование. В сентябре этого года по направлению химия впервые будет осуществляться прием документов в магистратуру. Гугу Савардания, Инала Гухава, Абхазское телевидение. В Сухумском государственном художественном училище имени Чачба Ширвашидзе прошла защита дипломов. На суд экзаменационной комиссии под председательством художника Нукзара Логуа были представлены 25 работ. Это и скульптура, живопись, и дизайнерские костюмы. Тему продолжит Саид Джарсалия. У 25 выпускников Сухумского художественного училища сегодня важный день – защита дипломных работ. 4 года учебы позади, а это значит самое время показать, чему они научились у своих именитых преподавателей. Картины выполнены в разных стилях. Портреты и пейзажи, различные скульптуры, авторские и национальные костюмы, над которыми молодые художники работали в течение нескольких месяцев. Все это было представлено на суд экзаменационной комиссии художников, скульпторов, дизайнеров и искусствоведов. Ведь именно они смогут увидеть то, что не заметит глаз простого обывателя. Хочу представить вам свою дипломную работу на тему «Осетинская национальная одежда». Сегодня наконец-то приходит понимание того, сколь много потеряно там, где нет воспитания на своих национальных традициях, забытые народные промыслы. Многие дети плохо знают свои традиции, обычаи своего народа. Я считаю, что нужно восстанавливать прерванную связь времен, возрождать духовные ценности, уважительное отношение к предкам. Большинство выпускников защищали дипломные работы в направлении живописи. Среди них и Леон Кутарба, который говорит, что любовь к рисованию у него возникла еще в детстве.
А начиналось все с рисунков природы, домашних животных и апацхи, которая стояла во дворе. Поступил в художественное училище Леон по собственному желанию, а сегодня он уже выпускник. В дипломной работе я изобразил себя в жанре автопортрета. Эта работа очень знаковая для меня не потому, что это оценка именно для дипломной. Эта картина всю жизнь останется со мной, и она для меня будет очень ценная. Даже если там были некие погрешности, либо какие-то ошибки, меня это в принципе не волнует. Для меня самое главное чувство и передача эмоций этой картины. Выпускник Ахра Абрандзе подготовил к защите весьма интересную картину. По словам членов комиссии, в ней он выразил недосказанность, намеки и загадочность. Хорошая работа для начинающего художника-символиста, такова их оценка. А молодой мастер кисти хочет совершенствовать свое мастерство и продолжить учебу. Своя дипломная работа, я работаю примерно месяц. Это тяжеловато было, на самом деле. Надо было сделать так, что и окружение, и сам человек вписались очень хорошо. Это было тяжело сделать. Хотел изобразить самокопание человека. Ну вот просто ушел человек в себя и думает, а живет он правильно, что делать дальше. Преподаватели худучилища с сожалением отмечают, что не все выпускники, даже те, у которых есть неплохие задатки, продолжают заниматься творчеством. Но все же есть надежда, что эта ситуация в скором времени изменится. Они все не одинаковые. Вы понимаете, в мире есть более талантливые, есть менее талантливые. Есть тот, кто талант имеет, но усидчивости не проявляет. Занимать свое место в изобразительном искусстве, не только в изобразительном искусстве, это не так просто. Многие занимаются имитацией творчества, но до глубины, до сущности, до божественного, как обычно любит говорить, до гениальности дойти, конечно, порой одной жизни не хватит. Природа нам дает, а мы, учителя, не только учим делать так, как мы умеем. Мы тоже субъективны по своей природе, мы тоже не универсальны, но они универсальны. Очередные талантливые выпускники Сухумского художественного училища показали хорошие результаты, и можно с уверенностью сказать, что в плане развития искусства у Абхазии есть перспективное будущее. Саид Жарсаля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой. Местами возможен град. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем 21-26 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.